Я хочу рассказать историю нашей семьи по материнской линии, по рассказам моей бабушки Муртазины Разины Шайхулловны в девичестве Галеевой, моего дедушки Муртазина Ахтяма Мустабиновича, дяди Муртазина Сагита Муслимовича и тети Гаптулиной Муртазиной Резиды Ахтямовны. История нашей семьи начинается примерно в 19 веке. Мои предки жили в деревне Байраки в республике Татарстан. Эта деревня тогда была очень большая, насчитывала до 15 тысяч человек. Однажды там случился большой пожар, после которого напуганные жители стали переезжать в другие маленькие деревни. И как это было в старину, люди селились на местностях рядом с водоемами. В нашем случае это была деревня Коклыкуль. Живописные места, красивая природа, речка, протекающая посреди деревни, очень привлекли моих предков. Прапрадедушка Файзулин Файзарахман Файзулла Улы родился в 1883 году, а прабабушка Файзулина Биби Камал Мухаммедзян Кызы в 1884. Они поженились еще в деревне Байраки, прожили там несколько лет, затем в 1910 году переехали в Коклыкуль, республике Татарстан. Супругам с Байраков достался небольшой сруб, и этого по тем временам было достаточно, чтобы начать новую жизнь. Стали они строиться, возводить свою усадьбу, занимались скотоводством, земледелием и пчеловодством. Выращивали в основном пшеницу, собирали зерно, чтобы потом был хлеб. А овощи выращивали прямо по берегам речки, в центре села. Землю, участки, тогда давали бесплатно, так называемые десятины, карты. Располагались участки позади дома. Вскоре у Файзрахмана и Биби Камал в этой деревне родились дети. Из 10 выросли и жили до старости только 3 – Султан, Карис и Марьям. Старший сын Амирзян прожил всего 7 лет. Но семейное счастье прервала Первая мировая война. В 1914 году Файзрахман ушел на войну, воевал, попал в плен в Германии. Затем его увезли во Францию, вернулся домой только в 1921. Моя бабушка Разина родилась в деревне Коклыкуль во время Великой Отечественной войны. В 1944 году от брака Марьям Файзрахмановны и Шайхулы Шайдуловича. Судьба Марьям была довольно сложной. Вскоре после рождения старшей дочери ей пришлось расстаться с отцом ребенка. Снова ошиблась, выйдя за другого. Вскоре родился сын Мискат, и только встретив Хамидуллина Хамасина, прожила с ним всю оставшуюся жизнь. У них родились Мазид, Зухра, Рашид, Зульхабира, Фарид. Мискат рос вместе с этими детьми, а мою бабушку вырастила Биби Камал с мужем. К тому времени ставший одноруким Файзрахман никогда не жаловался, а все время работал, вел хозяйство, в колхозе пас овец. Отсутствие правой руки не мешало ему заниматься пчелами, косить сено для скотины, носить воду коровам-коромыслам с 2 ведрами на одном плече, выращивать хлеб, а также мастерить для дома столярные изделия. В то время в стране был голод, продуктов было мало. Вкусно и более-менее сытно ели только по праздникам. Кроме Разины, Биби Камал и Файзрахман растили еще и вторую внучку, Нурзию Султановну. Нурзия была старше Разины. Взаимная симпатия позволила девочкам расти в дружбе. Став студенткой, Нурзия привозила подарки, косметику, наряды, а самое главное, много книг. Именно это сыграло важную роль в становлении характера моей бабушки. Разина Шайхулловна выросла начитанной и умной. Любовь к домашним животным привела юную девушку в ветеринарный техникум в Буинске, республике Татарстан, который она окончила с отличием. Моя бабушка Разина после окончания ветеринарного техникума вышла замуж за Муртазина Ахтяма Мустабиновича. Поженились они в 1965 году. Никах читал Шайдулла Мулла, дедушка Разины. Поселились они в Коклыкуле, в усадьбе Муртазы. Вскоре Ахтям с братом Сагитом возвели новый дом, в котором родились Резида, Земфира и моя мама Диляра. Но так как работы в деревне не было, бабушка с дедушкой уехали жить в село Старые Туймазы, республики Башкортостан. Разина Шайхулловна устроилась ветеринаром, а Ахтям Мустабинович – механизатором. В Старых Туймазах у них родились еще дети – Гульнара, Айнур и Рустам. Отец моей мамы, мой дедушка, Муртазин Ахтям Мустабинович, так же как и бабушка, родился в деревне Коклыкуль. Его мать, Зиярова Гамиля, родилась в 1909. Детство провела в интернате вместе со своим братишкой Исмагилом, так как они рано потеряли отца, а их мать Фатима вышла замуж и родила других детей. Прошло время, Гамиля вышла замуж за Мустибу, у которого было еще 2 брата – Мугасим и Ибрагим, и младшая сестра Фатима. Эти 3 брата были из семьи Муртазы и Марьям. До Великой Отечественной войны
Мустиба и Мугасим успели жениться и родить детей. У Мустибы с Гамилей родились Ахтям, Сагит, Земфира прожила всего 4 месяца. А у Мугасима осталось 3: дочь Зайтуна и сыновья Ирик и Фавадис. Во время войны все 3 брата погибли. От Мустибы сохранились треугольные письма, написанные им с фронта. Их отец Муртаза скончался еще до войны. Его жена Марьям, когда сыновья стали взрослые, вышла замуж за Садри, жившим по соседству с моей прабабушкой Биби Камал. Моя бабушка Разина рассказывает интересные факты про Марьям. Последняя была веселая и легкая на подъем. После гибели сыновей она стала такой от горя. В 50-х годах в деревне стало появляться радио. Одним из первых оно появилось как раз у Биби Камал. Когда звучала веселая музыка, она открывала окно и кричала соседке: «Бию коеой наталар!» Звучит танцевальная мелодия. Марьям, пока добежит, музыка уже доигрывала, но она все же успевала пробежать на последние такты, сплясать и быстренько убежать обратно. Я думаю, эти маленькие радости помогали скрасить тяжелые будни и свалившееся незабываемое горе. Младший брат дедушки Сагит, отучившись 10 классов в ближайшем совхозе и в поселке Урусу, поступил в железнодорожный техникум в городе Атраске Саратовской области. Получил профессию машиниста тепловоза, служил в морфлоте во Владивостоке. Он один вырастил 2 дочерей, Эльмиру и Зульфиру, так как его супруга Венера рано ушла из жизни. Всю жизнь дядя проработал на тепловозе. Ныне дядя Сагит проживает в том же доме, в деревне Коклыкуль, а дочери с семьями в рабочем поселке Урусу. В наше время бабушка с дедушкой также живут в селе Старые Туймазы. Мы и тети, Резида, Земфира, дядя Айнур тоже в этом селе. Тетя Гульнара с семьей живет в городе Октябрьский. Дядя Рустам в городе Набережные Челны. Рустам Муртазин играет в симфоническом оркестре под управлением Игоря Лермана. Я родился в селе Старые Туймазы. Это село появилось очень давно. Мы с семьей и сейчас живем здесь. У меня есть старшая и младшая сестры. Старшая, Алина, с семьей живут в городе Октябрьский. Наша семья музыкальная. Папа в свободное время играет на саксофоне, мама работает в музыкальной школе. В свободное время поет, выступает на концертах. Мы много раз участвовали в семейно-музыкальных конкурсах, выступаем на разных мероприятиях. Мои мама и тетя Резида Ахтямовна очень любят историю, и мы вместе изучаем историю нашего рода. Ездим по местам и деревням, в которых жили наши предки.